Первым вопросом повестки дня члены правительства рассмотрели проект постановления о заключении соглашения о взаимном зачете в выслугу лет службы в таможенных органах Республики Абхазия и Российской Федерации. Представил проект председатель таможенного комитета Гурам Инапшба. Согласно данному соглашению, стаж службы работников таможенных органов двух стран должен признаваться обеими сторонами. Действие настоящего соглашения распространяется на сотрудников таможенных органов, являющихся гражданами сторон и осуществляющие свою служебную деятельность на условиях контракта о службе в таможенных органах на территории соответствующей стороны. Стаж службы сотрудников таможенных органов сторон, в том числе исчисленные в годном порядке, приобретенные в связи со служебной деятельностью на территории сторон, взаимно признаются сторонами для выплаты надбавок в размере, предусмотренным законодательным актами сторон за стаж службы к денежному удовольствию и не подлежит изменению в одностороннем порядке. Данный проект был одобрен единогласно, после чего члены правительства утвердили и предельную численность работников ГТК. Кроме того, была установлена численность работников еще 6 ведомств: Госуправления по статистике, землепользованию и кадастру, Архивного управления, Госинспекции по карантину растений, Госкомитета по языковой политике и Министерства экономики. Решением правительства также был одобрен проект о переводе участков в селах Хыбста и Лыхны из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов. Далее Кабинет министров проголосовал за утверждение соглашения между правительствами Абхазии и России о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Данное соглашение в первую очередь касается авиационного сообщения. Речь идет о быстром реагировании, потому что если учесть соглашение между правительством 2010 года, то цикл перелетов воздушных авиаций, допустим, при чрезвычайных ситуациях, она занимает большое время. А при подписании такого соглашения это принимается оперативно. С нашей стороны мы должны обеспечить, как указано в договоре, место базирования, заправки и так далее, и так далее. Еще одним утвержденным проектом стала ведомственная целевая программа развития языка-2020, реализация которой потребует около 15 миллионов рублей. Программа направлена на создание условий для доступного и качественного образования в республике. Такие как реализация программы грантов на разработку национальных учебных методических комплексов, совершенствование профессионального уровня работников образования, проведение юбилейных и праздничных мероприятий, проведение республиканского литературного конкурса «Проба пера», проведение олимпиад для учащихся 4 классов, 8, 9, 10, 11. Решением правительства иностранные граждане, инвестирующие в экономику Абхазии от 10 миллионов рублей и выше, теперь могут получить право на временное проживание в республике. При этом следует отметить, что данный документ не имеет ничего общего ни с гражданством, ни с видом на жительство. Настоящий нормативный акт предполагает установить для иностранных граждан размер инвестиций в сумме не менее 10 миллионов рублей. В таком количестве инвестиций дают право иностранному гражданину претендовать на получение разрешения на временное проживание в порядке, предусмотренном законом Республики Абхазия о правовом положении. Сроком до 4 лет выдается разрешение на временное проживание. На заседании Кабмина было принято решение о выделении части средств резервного фонда правительства на оказание финансовой помощи организации «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость», футбольному клубу «Динамо», администрации Гудаутского района, а также на проведение ремонтных работ в здании Ботанического института. В конце заседания исполняющий обязанности президента премьер-министр Валерий Бганба отметил серьезность ситуации, связанной с распространением в мире коронавируса, и призвал граждан Абхазии воздержаться от поездок за границу и участия в международных мероприятиях. Эсма Гуланзе, Алексей Агухава, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение.